Открытие года семьи в стране, как это было в Татарстане. Молодые ученые, наступил ли золотой век для технологического суверенитета? Специальный репортаж «История 430-го мотострелкового полка». Люди, явления, события, которые привлекли внимание нашей команды на этой неделе. Здравствуйте, в эфире «7 дней», в студии Ильшат Аминов. Смотрите сегодня. У мужчин самый молодой инфаркт, наверное, был около 18-19 лет. По итогам полугодия подведем результаты с возможными кадровыми решениями в случае сохранения подобной тенденции. Минздрав в ожидании кадровых решений, кому министр пригрозил увольнением и антирейтинги сферы. Семья, в которой много детей, это основа будущего России. Уважение к старшим, любовь и забота о младших. Год семьи, главные смыслы и значения. Лучшие семьи Татарстана. Познакомимся. За последний месяц отключили раза 3 воду. Ремонтные работы проводились, и что опять будет авария, мы никак не ожидали. Вал коммунальных аварий по всей стране. Износ сетей или халатность. В чем причины и где найти миллиарды на решение? Вы знаете, я не смогу бросить камень в сторону мэрии Казани, хотя прекрасно понимаю, что рассерженные горожане, которые до сих пор не могут выехать из своих дворов, захотят поднять меня на лопаты. Несколько дней над Казанью и над всей республикой бушевала черная метель, Кора-Буран, который способен похоронить все и всех. И надо отдать должное команде из Сурметшина. Они не допустили коллапса в столице, хотя все основания для этого были. Но еще на один момент я хотел бы обратить ваше внимание. Как жители Татарстана объединились перед общей бедой. Нашлись и в Казани, и по всей республике деятельные граждане, которые не стали ждать милостей от природы и властей, а просто взяли лопаты и пошли откапывать свои дома и машины из-под снега. Вы знаете, я сам взял в руки орудие труда и с соседями чистил двор и пробивал дорогу от дома до трассы. Хочу поделиться с вами этим чувством единения и сопричастности к нужному и важному делу, которое мы все испытали. И да, еще один положительный итог черного бурана. Все жители, кто вышел на борьбу со стихией, наконец познакомились с соседями, которых, увы и ах, не знали и не видели годами. Оказалось, прекрасные, замечательные люди нас окружают. Президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований на прошлой неделе сказал, что нам всем нужно подумать над объединяющей общество идеей после завершения специальной военной операции. Вот же она, простите, эта идея буквально лежит под ногами. Я не про снег, я про то, что трудности нас объединяют, мы способны сплотиться и совместно работать во имя общего блага. И еще... Нашему народу генетически присуще чувство сопереживания, участия и взаимопомощи. Просто, как говорил классик, квартирный вопрос нас немного испортил. Мы все забились по скворечникам и немного подзабыли это чувство. Но черный буран заставил нас вместе выйти на улицы, заставил нас вспомнить, что мы не безликая черная масса, а самоорганизующийся общественный организм, способный на великие дела. В России стартовал год семьи. Об этом было объявлено 22 января на Всероссийском семейном форуме «Родные, любимые», прошедшем в Москве. Татарстан на форуме представляла большая семья Гайфуллиных, Сафиных из Набережных Челнов. Их общий трудовой стаж на КамАЗе составляет, вы только подумайте, 279 лет. В нашей республике на этой неделе также чествовали многодетные семьи. Для них организовали прием в Казанском Кремле с участием президента моего сердца Рустама Минниханова. Подробности в репортаже Тимура Бекмурзина. Вы верите в совпадения, а вернее в чудеса. Я лично не просто верю, а даже не сомневаюсь, что все в этом мире не случайно, а очень даже логично и правильно. Ну правильно же, что 100-й ребенок в этом новом году в Нижнекамске, объявленном в России годом семьи, родился в многодетной семье Кильдеевых. 5-й по счету мальчик Булат на радость родителям Марату и Альфие и младшим братишкам. Не менее счастливыми в день выписки малыша выглядели и начальник управления ЗАГС Нижнекамского района Гузалия Сагитова,
рада, что у вас такое событие произошло в жизни, да, рождение 5-го ребенка. Вот он о себе заявляет громко. Молодец. И на этой же неделе, совпадение, не думаю, Владимир Путин подписал указ, который на федеральном уровне закрепил статус многодетных семей и определил их меры поддержки. Случилось это в дни проведения первого Всероссийского форума «Родные, любимые», название-то какое душевное, посвященного традиционным семейным ценностям и объединению поколений. Многодетная семья – это опора страны. Да вообще семья, но многодетная тем более, это опора. Почему многодетная так важна? Да потому что там, это, знаете, лучше, чем я, потому что здесь воспитываются те вот основные качества человека, на которых, собственно говоря, и семья держится, и страна. Уважение к старшим, любовь и забота о младших, трудолюбие. А вот и первая ласточка. Всероссийский семейный конкурс «Династия России». Всего 250 семей со всех регионов страны. И каждая со своим уникальным секретом семейного счастья и благополучия. Конкурс собрал тысячи гостей, стал фишкой всего форума и более чем символично, что прошел он, конечно, на площадке выставки России, где представлены стенды всех регионов страны. Татарстан представляла семья Гайфуллиных-Сафиных из Набережных Челнов. И как представляла? Песней, танцами и традиционными татарскими угощениями. Красивая, трудолюбивая семья, 3 поколения, которые преданы заводу и городу. Общий трудовой стаж Гайфуллиных-Сафиных на КамАЗе 279 лет. Зарядили всех позитивной и доброй энергией. Вот здесь, которые стоящие, они от первых камней этого гиганта завода до сегодняшнего дня всю историю КамАЗа прошли, на своих плечах, как говорится. Это их судьба. КамАЗ – это судьба этой семьи. Стенд Республики Татарстан по-хорошему удивлял, радовал и угощал не только вкуснейшей выпечкой, но и яркими конкурсами, викторинами и, конечно, подарками. Приятным сюрпризом для всех гостей стал главный приз. Ни много ни мало семейный тур в Казань. Никак не ожидали. С такого количества билетов там. Конечно, очень приятно, что выпала такая возможность поехать в Казань. И пока династия Гайфуллиных-Сафиных вместе с другими семьями-победителями конкурса принимала поздравления, там же в Москве произошло еще одно знаменательное событие. Здесь зажгли семейный очаг «Сердце России». В церемонии участвовали пары со всей России, а Татарстан представляли супруги Самат и Сюмбель Зиаддиновы. И, к слову, вы с ними наверняка хорошо знакомы, ведь именно они здесь же, в Москве, на ВДНХ, в День Республики Татарстан, отпраздновали шикарную татарскую свадьбу. Счастливая семья – это, думаю, что семья, где все услышаны, все понимают друг друга, уступают друг другу. Я думаю, это счастливая семья. В Казани их встречали народными танцами и песнями прямо в аэропорту. В республике чаша с огнем будет храниться в центре семьи Казан. И уже от нее молодые пары не только из Казани, но и других регионов Поволжья смогут зажечь свой семейный очаг. И, кстати, совпадение или нет, но Сюмбель и Самат Зиаддиновы выросли в многодетных семьях. Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин отметил, что семья, в которой много детей, это основа будущего России, это продолжение нашей тысячелетней истории как страны, как нации, как единого народа. Торжественный прием в их честь в Казанском Кремле тоже традиция. Рустам Минниханов отметил, успешные многодетные семьи – гордость республики. За последние 10 лет их количество в Татарстане выросло вдвое. Знак особого отличия – орден Мать-Героиня. За огромный вклад в воспитание детей указом Владимира Путина Наиле Галиевой из Балтасинского района присвоено звание «Мать-Героиня». Она воспитала 10 детей, 6 сыновей и 4 дочери. Наиля Галиева – первая женщина в республике, которая удостоена этой высокой государственной награды. Ее учредили 2 года назад. Семья Галиевых уже знакома нашим зрителям. Наиля Галиева и ее муж также из многодетных семей. Их дети стали медиками, педагогами, фермерами, механиками. Сейчас у Наили Абубакаровны 18 внуков и 1 правнучка.
Нам дети всегда помогали. Перед тем, как пойти доить корову, тесто замесить успеваю. Пока я приду, девочки уже все испекут. Мальчики за живностью смотрели. Мы очень благодарны родителям. Главное, что они воспитали в нас, это любовь к друг другу. У нас очень крепкие родственные связи. Друг за друга горой. У Иршата и Чулпан Ханифовых из Аксубаевского района 5 детей. Старший студент, младшему всего 4. За заслуги в укреплении института семьи указом Владимира Путина они удостоены медали ордена «Родительская слава». Сначала я не поверила, конечно. Потому что очень долго я ждала этого момента. Наша задача – обеспечить широкое распространение традиционных семейных ценностей и позитивного жизненного опыта больших, крепких семей. Тимур Бекмурзин, Дина Газалиева, Александр Ярошов и Дмитрий Шилов. 7 дней. Москва, Казань. Итоговая коллегия Министерства здравоохранения Республики в этом году, пожалуй, смело претендует на звание самой креативной коллегии года. Перед началом для участников состоялась викторина по вопросам демографии. А президент «Моего сердца» раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с пациентами, которые успешно сделали пересадку органов. И я, честно говоря, не ожидал, что трансплантология развивается в Татарстане семимильными шагами. В основном это пересадка печени, почек и сердца. Представьте, если в 2021 году в республике была проведена 71 трансплантация органов, то в 2023 уже 213 операций. Но потребность, конечно, намного больше. Мешает отсутствие современной законодательной базы, медицинских препаратов и отлаженной системы поставки органов для трансплантаций. Кстати, для примера, как считает видный хирург и трансплантолог, доктор медицинских наук Михаил Каабак, в России ежегодно появляется более 300 детей, которым нужна донорская почка. А делается всего около 100 операций в год. Остальные дети вынуждены ждать годами на гемодиализе, и дожидаются не все. Но продолжим тему коллегии. Несмотря на то, что ожидаемая продолжительность жизни в Татарстане составила 75,4 года, среди субъектов России по этому показателю республика занимает 12 место, а в ПФО первое. Выступление министра здравоохранения Татарстана Марселя Миннуллина было очень критичным. Альметьевск, Лениногорск и Тукаевский район сохраняют высокие показатели по детской смертности. Ситуацию с роддомом Альметьевска министр вообще велел взять на особый контроль. Похоже, неизбежны и громкие отставки. Новошишминский, Спасский и Верхнеуслонский районы вносят существенный вклад в рост смертности трудоспособного населения Татарстана. Руководителям профильных, республиканских и районных медицинских учреждений министр здравоохранения Татарстана дал полгода на исправление ситуации. Если изменений не будет, последуют кадровые решения, предупредил Марсель Миннуллин. После этих слов зал загудел, как растревоженный улей. Все поняли, что министр здравоохранения настроен очень серьезно. Иммунитета ни у одного главного врача нет. Требуется не болтовня, а конкретные результаты. Татьяна Тимошенко с подробностями. Пациент чистил снег, появилась боль в груди, я рассказываю реальную ситуацию, он сейчас у нас лежит в нашем отделении. Снег дочистил, зашел домой, и у него случилось жизнеугрожающее нарушение ритма. Потерял сознание, к счастью, все успешно, вызвали скорую помощь, он госпитализирован, все в порядке. Диагностика проходит, вот вчера было 18, так в среднем 12-13, операций где-то 6-5 из них. Пациенты поступают по скорой помощи. В основном это инфаркты. Сердечно-сосудистые заболевания традиционно на первом месте в списке причин смертности. В общей структуре забирают почти 47%. В разы меньше онкология в силу ранней диагностики и методов лечения, внешние и иные заболевания. Инфаркты, инсульты, ведущие как минимум к инвалидизации, молодеют с каждым годом. Если не врожденная аномалия, допустим, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, в прежние десятилетия у женщин молодого возраста это была казуистика. Сейчас мы, к сожалению, видим большее количество молодых женщин.
с инфарктом, требующие стентирования или даже шунтирования. Молодые это до 40? А это женщины, которые еще фертильны, то есть те, которые не вступили в менопаузу. А у мужчин самый молодой инфаркт, наверное, был около 18-19 лет. При общем снижении смертности в республике смертность трудоспособного населения на 1%, но возросла. И самый высокий показатель на протяжении нескольких лет, как было озвучено на итоговой коллегии Минздрава в Новошишминском, Спасском и Верхнеуслонском районах. Главам центральных районных больниц дали самое короткое время для исправления ситуации. Дается вам время для исправления ситуации. По итогам полугодия подведем результаты с возможными кадровыми решениями в случае сохранения подобной тенденции. 43 тысячи жалоб от татарстанцев поступило в прошлом году на работу системы. Больше всего жаловались жители крупных городов на тему «Запись на прием к врачу». Наибольшее количество сообщений от граждан по данным вопросам также поступило по учреждениям, вы видите на слайде, Казани, Челнов, Нижнекамска, Альметьевска, Зеленодольска. Республиканские программы позволили увеличить обеспеченность врачами, укомплектованность штатных должностей 94%. Но кадры по-прежнему решают все. Главный врач эту задачу сам не решит. Вот есть примеры из других регионов, квартиры выделяют там, ну и вот целевые наши группы. Особое внимание надо обратить на медицинские наши колледжи. 18 миллионов обращений за прошлый год только в первичное звено. Миллион вызовов скорой помощи, 800 тысяч госпитализаций, 16 тысяч оказания высокотехнологической помощи. В 8 раз только за прошлый год возросло количество диагностических исследований. Республиканская клиническая больница – одна из лидеров в стране по количеству пересадки почек. И количество трансплантаций с каждым годом растет. Печени, сердца, костного мозга. Врачи ДРКБ с ноября 2022 года провели 10 операций детям по аутологической трансплантологии, когда пересаживаются собственные стволовые клетки пациента, взятые и замороженные при рождении. Всевышний решил, что ваш путь еще вот здесь. И есть люди, которые могут это сделать. Что касается сердца, головы, мы соответствуем всем мировым рекомендациям, стандартам. То есть и расходный материал у нас все обеспечено, Минздрав работает как часы. У нас всегда есть расходный материал, оборудование. Операционная для пациентов, у которых сердце прихватило, в больницах всегда на первом этаже. Золотой час от приступа до рук врачей 120 минут. Вот и сейчас здесь готовятся к приему пациента. Сердечные болезни, проблемы с сосудами всегда скрыты. Часто пациент просто не обращает внимания на симптомы. Кроме вредных привычек и лишнего веса, врачи причислили к врагам сердца еще и такие привычные нам инфекции. Тяжесть последующего поражения сердечно-сосудистой системы не взаимосвязана с тяжестью самой вирусной инфекции. То есть пациент может перенести вирус на ногах, а позже мы увидим очень серьезное поражение сердца, которое может даже потребовать трансплантации сердца. И такие пациенты у нас есть. Одна из первейших задач для медиков на следующий год – проведение диспансеризации как инструмента диагностики и выявления факторов риска здоровью. И за цифрами статистики, а это 88% в графе снижения смертности по причине симптомов, выявленных при помощи лабораторных исследований, конкретные судьбы и жизни людей. Татьяна Тимошенко, Булат Абдульманов, 7 дней. Год назад, 29 января 2023 года, не стало замечательного человека, врача с большой буквы, министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова. Марат Наилевич был потрясающим специалистом, человеком, другом. Именно при нем медицина Татарстана буквально взлетела на новый уровень. Не зря его имя присвоено Казанской городской клинической больнице номер 7, ставшей суперсовременным технологическим медицинским центром. У Марата Садыкова было огромное, неравнодушное к людскому горю сердце, и его, к сожалению, не хватило на всех. Нам очень тебя не хватает, Марат. Давайте вспомним этого талантливого, неординарного, искреннего и бескомпромиссного организатора медицины, нашего товарища, который так много сделал и так многого не успел.
Если меня знаете, мы давно с вами вместе работаем, в одной команде. До сих пор с трудом верится, уже год с нами нет Марата Садыкова, министра, врача, коллеги, друга. Он умер 29 января 2023 года в возрасте 53 лет. В зале Поволжского института физической культуры, спорта и туризма проститься с ним пришли более 3000 человек, в том числе министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он поднял несколько больниц. Он готовил универсиаду и обеспечивал медицинскую помощь. В период пандемии одни из первых пациентов, которые поступили, были в Казани. Марат Наилевич – это был патриот республики, патриот здравоохранения. Марат был очень надежный, четкий, конкретный. Любой ответственный человек, особенно если это первое лицо, за все переживаешь. И, безусловно, эти непростые годы сложились, я считаю, и повлияли на здоровье такого сына нашего народа. У многих, кто пришел проститься с Маратом Садыковым в тот день, был немой вопрос, а мог ли Марат Наилевич с его темпераментом, энергией, большим сердцем выбрать иной путь, иную карьеру и работу, не столь энергозатратную? Пожалуй, что нет. Судьба вела его по жизни, родители, известные в республике врачи, мечтали о сыне продолжателе династии. Марат ожидания оправдывал. С отличием закончил медицинский институт. В 1996 году его назначают на должность заместителя главного врача городской клинической больницы номер 18. Это мои счастливые годы. Мы общались не как вот руководитель, как заместитель, просто обычные человеческие разговоры. И между разговорами и решали вопросы. Он глобальный был. Он гениальный, в это слово, если скажем даже. Он, может быть, у него всегда улыбка была, у него шутки были. Надо признать, в плане масштаба работы, грандиозности задач судьба Марату Садыкову благоволила. Ему было где проявить свои незаурядные организаторские способности, при этом, по признанию коллег, Марат Наилевич всегда оставался отзывчивым и чутким человеком. Ответственность разделяли мы за весь Приволжский район, и его желание воплотить новое, обеспечить доступность, они были реализованы сполна. Очень человечный, доброжелательный. Всегда обязательно поможет, когда надо. Вот я о нем только добро могу сказать. И очень жалко, что такие люди, видите, и Аллаху тоже нужны. Даже простое перечисление фактов из биографии Марата Садыкова говорит о том, что жил и работал он в режиме нон-стоп. 24/7 и успевал многое. В 99-м защитил кандидатскую диссертацию по организации здравоохранения, получил степень кандидата медицинских наук. В 2000-м его назначают главным врачом Казанского онкологического диспансера. Новый вызов для амбициозного Марата Садыкова. Очень удивительно. Для такого темперамента, то есть как он находил в себе силы, сначала изучать проблему, присматриваться, с одной стороны, с другой стороны, обязательно спрашивать. Как бы высоко ни взбирался по карьерной лестнице Марат Наилевич, он удивительным образом оставался открытым и доступным для всех. Рядовых пациентов, коллег-врачей, неважно, бывших или настоящих. Случился несчастный случай, беда. Близкий человек попал в реанимацию 7-й больницы. Марат Наилевич уже 8 или 7 лет не мой главный врач. И вдруг 11:30 ночи звонок. Звонит Марат Наилевич. Говорит, что я прилетел на самолете, не знал, меня в Казани не было. Мне только что сообщили, что такая беда произошла. Чем я могу помочь? Он мне один из первых, который на 60-летие Победы подарил мне телевизор. У меня не было телевизора. Я его очень-очень люблю. Мне очень без него будет трудно. Мне приходилось очень часто к нему обращаться по поводу пожилых, многодетных, инвалидов, тем, кому не всегда, может быть, быстро можно оказать медицинскую помощь. Я от него никогда не слышала слова «нет». Человек, которому позвонишь хоть днем, хоть ночью, реакция была всегда моментальная. Это наша скорая помощь был.
вообще в республике. Ведь когда первый хоспис только начал строить, ему дали премию государственную. Он сразу звонит: Владимир Ильич, приезжай, он прям конвертер премию отдал на настройку. Вот как он болел за все отрасли медицины, как он ее продвигал. Здесь у нас казанский склиф. «Семерка» сегодня уже бренд, клиника европейского уровня. Хотите казанский склиф? В 2008-м это была не самая крупная больница с дальним прицелом на универсиаду. Объединить в единое целое сразу несколько серьезных, но разноплановых лечебных учреждений с разными хирургическими и кардиологическими школами подвластно было только незаурядному управленцу с нестандартными подходами. Марат Садыков с задачей справился блестяще. Когда пришел Марат Наильевич, все настолько поменялось. И стал расцвет 7-й городской клинической больницы. Надо травмпункт в Новосавинском районе построили, надо женскую консультацию построили. И появилось то оборудование, о котором мы раньше даже не мечтали. Мы стали работать на совершенно другом уровне. Выдающийся организатор, выдающийся лидер, руководитель. Благодаря ему наша больница работает на самом современном оборудовании. Гиперответственный министр запомнится нам как один из лучших руководителей Минздрава Татарстана в его истории. При Марате Садыкове появились такие важные лечебные учреждения, как Центр детской онкологии, реабилитационный центр на базе 7-й городской клинической больницы Казани, Центр экстренной медицины помощи в Нижнекамске. Открылся новый корпус Республиканской инфекционной клинической больницы, строится новый перинатальный центр в Казани. Перечислять можно долго, но особняком стоит проект, реализованный в год цифровизации в РКБ. Наша ведущая клиника, первой в системе Минздрава России, получила международный сертификат, означающий соответствие мировым стандартам цифровой медицины. Если у человека есть миссия, то, наверное, он ее выполнил. Тимур Бекмурзин, 7 дней. Мы продолжим нашу программу через пару минут. Смотрите далее. За последний месяц отключили раза 3 воду. Ремонтные работы проводились, и что опять будет авария, мы никак не ожидали. Вал коммунальных аварий по всей стране, износ сетей или халатность, в чем причины и где найти миллиарды на решение. В республику доставили новую коммунальную технику. Это 45 современных грейдеров, мини-погрузчиков, фронтальных погрузчиков и эскаваторов. Все то, что нужно для качественной уборки снега. Они отправятся в районы. Рустам Минниханов перед коллегией Минстроя вручил сертификаты от спецтехники главам. В Татарстане значительная часть муниципальных предприятий работает в убыток. Много нарушений на сельхозземлях. Невыплаченные арендные платежи лишают республику средств. Итоги минувшего года подвели на коллегии Министерства земельных и имущественных отношений. Участие принял Рустам Минниханов. Татарстан, как и другие регионы, будет укреплять систему гражданской обороны, по примеру Белгородской области. Она сейчас больше всего страдает от ударов ВСУ, и здесь наработали опыт, как нужно защищать население. Об этом сообщили на заседании коллегии МЧС Татарстана. Во встрече принял участие премьер-министр Алексей Песошин. В 2023 году в Татарстане раскрыли свыше 23 тысяч преступлений. Каждое 4-е тяжкое и особо тяжкое. Итоги работы МВД с участием Рустама Минниханова подвели на заседании коллегии. К уголовной ответственности привлекли почти 700 членов ОПГ. Госкомитет республики по тарифам подвел результаты работы за год. Итоговую коллегию ведомства провел Алексей Песошин. В мероприятии принял участие заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев. За 2023 год в рамках тарифного регулирования комитет принял 988 тарифных решений в отношении 1000 регулируемых организаций, суммарный объем выручки которых составляет 167 миллиардов рублей. Коллегия Следственного комитета прошла с участием Рустама Минниханова. Он отметил повышение качества предварительного следствия, рост дел, направленных в суд, и сокращение материалов, возвращенных прокурорами. Тревогу вызывает рост преступности в Татарстане по тяжким и особо тяжким на 15%. На субботнем совещании в Доме правительства обсуждали подготовку к посевной и итоги капремонта. Во время совещания Рустам Минниханов также остановился на теме 80-летней годовщины полного освобождения советскими войсками Ленинграда от фашистской блокады.
Он напомнил, что сейчас в Татарстане проживает 87 ветеранов, награжденных знаком жителя блокадного Ленинграда. Это пример героизма и невероятной стойкости, подчеркнула раис республики. Оперативная уборка и вывоз снега на сегодня является самой главной задачей. Об этом заявил раис Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании в Доме правительства. Раис республики призвал коммунальные службы усилить работу по вывозу снега и расчистке внутриквартальных, поселковых и пешеходных зон. Мы продолжаем программу «7 дней». Две даты, связанные с Великой Отечественной войной, отметили 27 января. Ровно 80 лет назад в этот день была полностью снята блокада Ленинграда. И ровно через год, 27 января 1945-го, советские войска начали освобождение концлагеря Освенцим в Польше. 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. В переводе с английского этот термин означает «всесожжение». Исследования говорят, что Холокосту подверглись не только евреи, но и свыше 20 миллионов представителей славянской национальности – русских, украинцев, белорусов, поляков, сербов, словенцев. Среди жертв около 10 миллионов граждан Советского Союза всех национальностей. И мы должны помнить историю и делать все, чтобы этот ужас не повторился. Наша съемочная группа в очередной раз вернулась из зоны проведения специальной военной операции. Репортаж Зуфара Давлетшина и Булата Абдульманова о наших героях 430-го мотострелкового полка. Есть попадание. Один дрон «Камикадзе» обнаруживает и уничтожает цель. Второй дрон, разведчик, наблюдает за тем, как это происходит. Над царем. С той стороны тоже активны летающие беспилотники, потому должны постоянно работать все органы чувств, включая интуицию и способность думать как противник. Мы находимся на Угледарском направлении. Вот в начале декабря здесь такая вот погода, мы видим, вот зеленая трава, дождь идет. Ну, в принципе, здесь вот лучше, когда идет дождь. Чем сильнее ветер, тем лучше. Желательно, чтобы еще и туман был. Это не как у нас, чтобы было тепло и светло и сухо. Здесь, чем хуже погода, тем безопаснее. Ну и мы видим, что наши мобилизованные, которые охраняют эту территорию, обустраивают свой быт. Кого-то, возможно, такие условия приведут в ужас. Тех, кто привык к уюту, теплу, комфорту. Но для полевых, боевых они вполне человеческие. Домашние условия этих ребят по сравнению с окопно-блиндажными теперь уже, наверное, кажутся люксовыми. А здесь довольны тем, что есть, что сами себе создают. Здесь мы живем. Такая переносная автономка. Здесь печка дровяная. Нары двухэтажные. Телевизор. Рядом кухня, баня, склад. Почти как дома. И даже домашние животные есть. Из местных. Ну, это мышелов. Он у нас борется с мышами. Минарет ракали. Мышей здесь, конечно, намного больше, чем тех, кто пытается прорваться по земле, и бороться с ними сложнее. Встретить здесь готовы любого, только вот кого огнем и свинцом, а кого и заботой и едой. Помогают от незваных гостей и местные жители, четвероногие. Приходят они, как бы, мы то, что кормим, подкармливаем, вот они остаются. Здесь, считай, все время еда в достатке для них. Вот, кушают. Коты хотя бы они мышей ловят, так а эти, считай, охраняют, все равно как звонки работают они, свою выполняют они, как бы действия. Не пропустить кого не нужно, задержать подозрительных – одни из задач военнослужащих на блокпосту, чтобы, например, однополчане могли спокойно получить заслуженные награды. Те самые, которые не первый раз привозят с малой родины – медали ордена за заслуги перед Республикой Татарстан. Для безопасности и чтобы не привлекать внимание в подвале одного из зданий. Но обстановка меняется каждый день. В мыслях, не знаю, порядка, наверное, больше стало. Все равно, учитывая, что хоть я и кадровый военный, но с 2006 года был на пенсии. И когда меня в 50 лет призвали, немного это было шоком. Потому что военный пенсионер уже давно. Вот. А сейчас нормально, втянулись, служба. Все вспомнилось, все вернулось, все хорошо.
Военнослужащий с позывным «Волга» из Нижнекамска работал в больнице. Здесь отвечает за связь. К медалям Суворова из-за боевые отличия теперь прибавилась и государственная награда из Татарстана. Любая награда приятно получать, что оценен труд, что все не просто и как-то легче все равно, что республика помнит, знает. Это приятно, когда ты ее реально заслужил, ты ее можешь там, да, с гордостью носить. Там что-то рассказать, там, ну, это все равно память какой-то, там, детям, внукам. Танк родом из Армении. Родители переехали в базарные Матаки после развала Советского Союза. В семье еще 4 сестренки и 5 братьев. Ради них, своих и их детей, говорит он здесь. Мы для этого сюда приехали, защитить родину, вернуться с победой домой, чтобы в дальнейшем наши дети так не страдали. А каждый что-то должен стоящее в жизни сделать. Если он реально мужчина, он может, должен какую-то историю после себя оставить. Более ответственные стали. Особенно после первых 300-х, 200-х. Уже нет такого, как раньше, когда сюда приехали. А я броник не одену. Очень повезло то, что с Чистополя практически больше половины взвода попали мои земляки. Также вместе со мной в взводе. И в параллельном классе люди, которые учились, и знакомых очень много. Сплотились. Эта война, она наша, непосредственно наша. Это война любого гражданина России. Потому что в 2014 году, когда был выбор, местное население, эти люди, они сделали свой выбор. Они сказали, что они с нами. А раз это часть нашего русского мира, то это наша война, значит, ехать на нее надо. Работал в «Газпроме» вахтовым методом на севере. Мама из Лениногорска, сам родился в Уфе. С февраля 2022-го навещал военкомат, просился, отказывали. Получил повестку за 2 дня до окончания частичной мобилизации. Солдаты, в большей части они пришли в прошлом году, ничего не знали. Опыта мало у кого было абсолютно. А за это время они научились воевать, обороняться. Сейчас учатся наступать, закапываться. Поверили в свои силы. Знают, что напротив них сидит противник, уже не уверенный в себе, боится который, это точно, уважает нас. Позывной «Сармаш» в честь родной деревни в Заинском районе. Чтобы, говорит, корни не забывать и понимать, что защищаешь родную землю. В 2009 году отучился в Казанском танковом училище, служил на Северном Кавказе. Вышел на пенсию, но 2 года назад родина, говорит, снова позвала. Должность командир батальона. И знаю, что победа будет за нами. Находясь здесь, понимаешь, ради чего, соответственно, ты приехал сюда, зачем нас мобилизовали, набрали помогать вооруженным силам, мы уже стали в ряды с ними. Ну, я горжусь своими солдатами. Ну и, соответственно, противник уже чувствуем, что ослабевает свои когти. Чувствуем, что уже все, они, думаем, скоро сдадут свои позиции. Ради тех, кто здесь, добровольно или по призыву. Ради тех, кто мечтал вернуться в большую страну, на историческую родину и терпел все эти годы. Ради тех, кто еще 80 лет назад освобождал эти земли от нацистов. Для этого они здесь. Независимо от пола, национальности, возраста. И, конечно, ради тех, кто ждет дома. В первую очередь хотел передать маме привет большой. Хотел ей выразить благодарность за то, что она всегда поддерживает, всегда переживает. Когда матеря переживает, нам здесь очень тяжело. Поэтому всегда мы им говорим, не переживайте, у нас все хорошо. Потому что если они не переживают, нам здесь легче. Хотел бы и друзьям передать, там, Алькеевскому району большой привет всем, кого я знаю. Друзьям, там, вот, Алмаз, Фаяс Абай, там у меня друзья очень много. Данияр, Даниз, братишек своим. Всем большой привет. Мы скоро очень вернемся к вам. Бикзур, қайнар сәлемнәрімні әйтәсем килә. Әтиемә, әниемә, дәвәниемә, мәхәббәтемә, яратканыма, балаларыма, барлык туганнарыма. Бик зур кайнар сәлемнәр һәм бик зур рәхмәт дип әйтәсем килә барысы өчен. Привет хочу передать городу Лениногорску, бабушке, тете, сестре и всем, кто меня в Лениногорске помнит. Всем привет. Зуфар Давлечин, Булат Абдульманов, Александр Ситнов. 7 дней. Донецкая Народная Республика.
Самые умные роботы, самые быстрые дроны, самые производительные компьютеры. Все это станет главным в этом году в Татарстане. 2024 объявлен в республике годом научно-технологического развития. Темп у Татарстана в этой области стремительный. Республика идет нога в ногу с такими крупными городами России, как Москва и Санкт-Петербург. Число молодых ученых в Татарстане 4500 человек. Это более 60% от общего количества. И показатель этот выше, чем в среднем по России, где он составляет около 45%. Как привлечь молодых специалистов в науку, как найти точки роста современной науки и почему недостаточно просто делать научные открытия. Диляра Юсупова подробнее. Условная школьная физика. У вас есть источник света, нахождение фокуса, нахождение фокусных расстояний и тому подобных вещей. Если у вас какая-нибудь сложная оптическая система из двух линз, да, полное преломление, отражение света. Сергей Никифоров наглядно показывает, профессия ученого или инженера – это жутко занимательно, а сфер так много, что любимое дело можно найти абсолютно на любой вкус. Если химики заряжаются коктейлем с добавлением жидкого азота, то физики с того, что окружает их повсюду. Чтобы стать первооткрывателем, можно начать с самого малого и простого, но очень интересного. Свет, например, вот от лампы, да, у меня доставляется к спектру, и видно, что моя лампочка издает некий спектр света. Да, кажется, что у меня лампа светит белым. На самом деле это, как мы знаем из курса школьной физики, да, белый свет – это сумма всех остальных длин волн. Да? Я заказывал себе очки в интернете для работы за компьютером, что они защищают от ультрафиолета, да, у нас. Проверил через спектрометр, у нас же есть такая возможность, и у наших студентов есть такая возможность. Нет, не работают, а простые стекла, да, отдал зря деньги. Можно даже вернуть их. То есть вот наука помогает в жизни. Наука помогает в жизни и создает новую экономику, пусть не всегда промышленную, но всегда инновационную. Самые смелые идеи, самые передовые технологии, то, что мы можем и не замечать, но то, что нас окружает. На вопрос, а где же все эти открытия и разработки, созданные ежегодно, нам отвечают: оглядитесь, вы ходите среди них, пользуетесь ими и давно считаете это нормой. Вы видите это, когда покупаете машину. Вы видите, как КАМАЗ. Думаете, КАМАЗ просто производит и все, да? Нет, я знаю. И он к нам обращается, к университету обращается. Что для того, чтобы произвести ее деталь, чтобы она была лучше, да? Почему у нас КАМАЗ лучше в мире? Потому что сотрудничает с университетами. Профессия ученого важна и нужна. И да, теперь это профессия. Ею она стала недавно, но заслуженно. Профессия с историей не про деньги, но про силу и про свой отдельный мир. Только представьте, он вдруг уже минут 15 знает то, чего не знает весь мир, который потом, конечно, тоже узнает, но он-то первый. Именно и за этим приходят в науку, ни зачем другим. Но тут есть и минус. Привлекать молодых специалистов в мир, где деньги правят балом, с каждым разом становится все сложнее. 30% выпускников сегодня не работают по специальности. Это колоссальная проблема. И очень многие люди учатся, не понимают, что они потом будут... Это не дает им многим не дает этот большой старт в жизни. Как выявить в человеке склонность к науке, как повысить престиж профессии ученого, почему большинство нобелевских премий получают за открытия, сделанные до 30 лет. Насколько важна популяризация науки? Все эти вопросы обсуждались на экспертном заседании «Волга». Казань в числе лидеров, особенно по промышленным технологиям. Опрос так и показал. Нашим людям важны передовые технологии в нефтехимии и авиации. Помимо этого, они рассчитывают на то, что в республике будет, как и в целом в стране, будут поддерживаться молодые ученые, будут строиться, создаваться лаборатории и научные школы, научные направления. Внешние условия для России изменились. Необходимо уточнение векторов и стратегии развития креативной экономики. Разработан и действует национальный проект «Наука и университеты». Большую роль, считают представители крупных городов, сейчас играют библиотеки. Да, вы не ослышались. Какое отношение библиотеки имеют к инновациям и науке? Самое непосредственное. Мы возвращаемся в советское время, когда библиотеки были двигателем науки. Но теперь это другой, современный формат. Нам удалось познакомиться с библиотекой Казани. И можно сказать следующее. Библиотека сделана великолепно, абсолютно необычно. Вообще говоря, похоже, что в ближайшие 20 лет не университеты,
А библиотеки будут собирать интеллектуальное пространство страны, как это уже было. И вот в этой области Казань точно находится впереди. Если не Москвы, то Петербурга уж, по крайней мере, с гарантией. Говоря о советском прошлом, не лишним будет вспомнить, что и престиж ученого в прошлом ценился высоко. Сегодня этот престиж медленно, но поднимается. Нужно финансирование. Фундаментальная наука – очень дорогое удовольствие, а молодых привлекают лидеры. Нет современного оборудования, значит, не удастся получить адекватные современным требованиям результаты, на равных конкурировать с ведущими лабораториями мира. А это значит, работать будет неинтересно. Плестись в хвосте молодым ребятам незанимательно. Но не все так считают. Дело еще и в человеческом факторе. Сделать можно все. Вопрос в мотивации, вопрос финансирования иногда, вопрос в деятельности самого человека. Если вы учитесь на физиков, только, дай бог, 20% станут физиками настоящими. 20%. Это еще, если прям по высшей планке идти. То же самое с математиками. За последние годы все как будто вдруг спохватились. В стране, оказывается, не хватает инженерных, технических кадров. Люди не идут учиться по этим специальностям. Кадры, которые могли бы обучить и поделиться опытом, уже не хотят или не могут этого делать. В ближайшее время будут заниматься именно этой проблемой. На базе КФУ уже создан научный центр мирового уровня, где принимают участие все вузы республики. Этим центром за последние годы действительно создан целый пул уникальных продуктов, технологий, которые, во-первых, развивают нефтегазовую отрасль Российской Федерации, а сегодня эта отрасль, наверное, одна из самых ведущих, которая приносит и колоссальные ресурсы в бюджет Российской Федерации. На развитие науки страна направила больше 1,5 триллиона рублей, в том числе по национальному проекту «Наука и университеты». В Татарстане развивается инфраструктура для научных исследований и подготовки кадров. В год научно-технологического развития, объявленный в республике, нас ждут новые амбициозные научные проекты. Диляра Юсупова, Роман Безменов, Андрей Ключников, 7 дней. В эту морозную зиму по всей стране прокатился вал коммунальных аварий. Положа руку на сердце, признаемся, мы буквально приплыли все. Недофинансирование отраслей, недоремонт, отсутствие новых материалов и технологических решений привели к очень тревожному результату. 300 миллиардов рублей. Такая гигантская сумма требуется только Татарстану для решения вопроса инженерных и коммунальных сетей. Они изношены, если брать средний показатель по республике, больше, чем на треть. Но надо понимать, что это, как говорится, средняя температура по больнице. В крупных городах, таких как Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Бугульма, износ сетей составляет более 55%, а то и больше. И такая ситуация, поверьте, по всей стране. Посмотрите, что в этом году случилось в хваленом Подмосковье, в Подольске. 173 многоквартирных дома, 150 тысяч человек остались без тепла в лютые январские морозы. И вмиг вернулись к пещерному уровню, буквально грелись у костров. Дело дошло до того, что устранение коммунальной катастрофы в Подольске был вынужден взять на особый контроль сам президент России Владимир Путин. Это, конечно, ни в какие ворота не лезет. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сам справиться, увы, не смог. Так что если не принять срочные меры по модернизации отрасли жилищно-коммунального хозяйства, мы обречены на бесконечные аварии и как результат снижения качества жизни людей. На коллегии Республиканского министерства строительства, архитектуры и ЖКХ, в которой приняли участие федеральный профильный министр Ирек Файзуллин и раис Татарстана Рустам Минниханов, проблема износа коммунальных сетей получила очень большое внимание. Тимур Бекмурзин продолжит. Пока в городах и районах Татарстана люди героически боролись со снегопадом, в Чистополе и в некоторых микрорайонах Казани забили гейзеры, увы, искусственного происхождения. Конечно, коммунальщики привычно сетовали на погодные условия, морозы, ветхость домов и сетей. Но объективности ради, это бесконечное латание дыр стало уже утомлять. Люди раздражены, обижены и справедливо обижены, ведь аварии случаются постоянно, а в последние годы с пугающей регулярностью. За последний месяц отключили раза 3 воду, то есть, соответственно, мы не можем ничего сделать, приготовить покушать, помыться. Ремонтные работы проводились, и что опять будет авария, мы никак не ожидали.
Проблема износа коммунальных сетей стала одной из центральных тем на последней коллегии Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ. Рустам Минниханов призвал коллег не забалтывать вопросы и не откладывать в долгий ящик. Латанием дыр мы уже не обойдемся, нужно кардинально менять ситуацию, которую СМИ все чаще характеризуют как коммунальная катастрофа. Только в Татарстане с начала года выявлено 9 крупных ЧП в этой сфере и 28 аварий. Прорыв сетей в Чистополе. С осени это уже 13-я авария в этом городе. Отключение отопления и горячей воды в Нижнекамске. В Лениногорске. В Пестрецах прорвало теплотрассу на территории ЦРБ. В Казани аварии в сетях водоснабжения на улицах Ярулина и Амирхана. И так далее и тому подобное. Раис Татарстана Рустам Минниханов считает, что уже назрела масштабная модернизация сетей по всей стране. В Татарстане цена вопроса около 300 миллиардов рублей. Гигантская сумма, но средства нужно изыскивать. Тарифная политика была такая, чтобы тариф не поднимать, инвестиционной составляющей не было. И сейчас все удивились, почему у нас в таком состоянии находятся инженерные сети. Вот наш расчет только по республике, там 200-300 миллиардов минимум надо, чтобы все это решить. Как бы ни было, вот мы видим, здесь, там у нас вот Чистополь аварии были, вот сегодня в Казани, вот Ильсур Раевич докладывал, что есть, нам более серьезно надо относиться, понятно, и в федеральной части принимать участие. На какие цели должны быть направлены средства? По данным экспертов, износ и тепловых сетей, и сетей водоснабжения близкий к критическому. Если брать все коммунальные сети, они изношены в Татарстане больше, чем на треть. Недоремонт систем водоснабжения, по данным Казанского водоканала, 126 миллиардов рублей. Средний уровень изношенности 41%. Теплосети, по данным Татэнерго, и вовсе изношены на 60%, при норме 20-30%. Возникает вопрос, где взять соответствующего качества трубы и какие они должны быть, полимерные или стальные. Вопрос важный, но он скорее технический или технологический. Специалисты прорабатывают варианты. Мы на одном из самых крупных производств полимерных труб в Казани. Здесь их производят не только разного диаметра и толщины, но и назначения. Различать помогает цветовая гамма. Вот, к примеру, гофрированная труба из полипропилена. Она достаточно легкая, ее можно монтировать самостоятельно, поднять руками. Да-да-да, она не такая тяжелая. Желтые трубы для газоснабжения, голубые для ливневой канализации, черные для водоснабжения. С холодным проблем вообще никаких, заверили нас на заводе. Для труб горячего водоснабжения нужен полимер особой рецептуры и качества, который выдерживал бы температуру в 120 градусов Цельсия. Если будет поставлена задача перед переработчиками сырья, перед нами, и будет предоставлен материал сырье, то, конечно, мы сделаем все возможное, чтобы исполнить госзаказ вовремя и качественно. Любое ЧП – это, с одной стороны, испытание на прочность, с другой – возможность увидеть наши узкие места. Снегопад, метель стали для всех нас тестом на стрессоустойчивость. Кто-то прошел его блестяще. Сплоченные ряды самих жильцов, которые вышли помочь дворникам убрать свои же дворы. Такие трудовые порывы вызывают только слова восхищения. Люди радовались, смеялись, друг с другом перезнакомились, снежками покидались, потом сами убирали. Некоторые дома вообще удивили. Люди, которые там почему-то в основном претензионного характера, они вышли, целый дом 4-подъездный шикарно убрали до асфальта, где свои машины стояли. Все гостевые карманы убрали, даже тротуар, хотя у них очень хороший дворник. И в то же время были и те самые узкие места. Дворники героически пробивали их с помощью спецтехники, но мы в эти критические дни как никогда ощутили нехватку этих специалистов. Золотые руки дворников, трактористов, слесарей, ремонтников. Какие трактористы у нас золотые стали? Они не просто золотые, они, может, и бриллиантовые, да? Но сегодня ведь этих специалистов не хватает. Мы сначала жаловались, что М-12 забрал на высокие зарплаты. Фактически, частично это правда. Но, однако, подготовкой кадров мы не занимаемся. В части именно на специализированную технику. Я не скрываю ни от кого. На фронтальный погрузчик на 75 тысяч в руки зарплата не пришли. У нас техника простая, вот абсолютно новая.
Арендное жилье, повышение заработных плат для лучших работников жилищно-коммунальной сферы – текущие и самые актуальные задачи, которые Минстрою Татарстана и его руководителю Марату Айзатуллину придется решать в оперативном режиме. Нужно усиливать и контроль за качеством строительства, обращает внимание Рустам Минниханов. В конце этой недели произошло важное назначение в системе строительства и ЖКХ Татарстана. Вместо Сергея Крайнова новым руководителем государственной жилищной инспекции назначен Александр Тыгин. Раис Татарстана поручил ему перестроить работу ведомства, отметив, что приоритетным моментом в этом вопросе является комфорт для людей. Татарстан всегда являлся регионом, который либо предлагал, либо отрабатывал у себя пилотные проекты по всем направлениям. Программа «Парки и скверы» была транслирована на всю страну и стала основой реализации национального проекта формирования комфортной городской среды. Программа «Наш двор» в стране тоже пошла с Татарстана. Тимур Бекмурдин и Андрей Ключников. 7 дней. Предлагаю закончить программу на позитиве. Столица Татарстана, Казань, вышла в лидеры по строительству социальных объектов среди городов-миллионников. На втором месте Челябинск, на третьем Новосибирск. За 10 лет в Казани построены 90 детских садов, 25 школ, 18 домов культуры, 5 больниц и 16 поликлиник, 23 спортивных объекта. Словом, нам в очередной раз есть чем гордиться. И подобными достижениями может похвалиться буквально каждый район республики. Обо всем этом можно узнать на сайте Татарстан ТОП, посвященного проекту «Татарстан. Республика достижений», который стартовал на прошлой неделе. Автобусный тур продлится в республике до 1 марта. Жители многих районов Татарстана получат возможность пообщаться на своей малой родине с представителями республиканских и федеральных властей. Они расскажут о том, чего достигла наша республика в последние 10-15 лет и в каком направлении нам предстоит развиваться в будущем. Зуфар Давлетшин продолжит тему. Проекты национальные, то есть общефедеральные, или программы сугубо татарстанские. Для жителей республики нет большой разницы, благодаря каким из них жить становится лучше. В конечном итоге все делается для качественного проживания людей, для того, чтобы люди меньше болели, дольше жили именно в комфортных условиях. Мы стараемся сделать участников во всех программах. Мы не делим республиканские, муниципальные, через какие-то фонды, через это. В год у нас получается участвовать порядка 40. Лозунг «Все во имя человека, все во благо человека», ставший когда-то притчей во языцах, снова актуален и без всякой иронии. Эти программы, они про каждого. И мы основываемся на ваших пожеланиях, инициативах, мы учитываем их. Не просто строительство определенных объектов, а именно того, что нужно в конкретном населенном пункте здесь и сейчас. Главное не цифры, главное не объекты, а главное вовлеченность всех жителей в эти национальные проекты. И вот благодаря этим национальным проектам была возможность, общаясь с жителями районов, городов, именно реализовать тот проект, который необходим для жителей. Мы как-то идем вперед и редко оглядываемся назад. У меня вот работа уже 16 лет. За эти годы не было дорог, школы какие-либо, детские сады. А сегодня, посмотрите, за эти годы столько всего изменилось. И каждый год, несмотря только 23 год, посмотрите, 44 у нас в этом году разных проектов. И нет различий, большой это район или малый, сельский, нефтяной или туристический. 5 ФАПов были отремонтированы и сданы. Это школы, в 2 школах. И в то же время у нас общественное пространство 15 миллионов. Ну и, конечно, качественные дороги. Это для нас это основной вопрос. В этом году на более 320 миллионов мы построили дороги. 2 моста, которые были так необходимы нам. И одно тянет за собой другое. Экология – это улучшение здоровья, дороги – это развитие экономики и так далее. Традиционные для России шутки про дороги теперь вот только неуместны. Создание современной, комфортной и надежной транспортной инфраструктуры – одна из главных задач, поставленных перед дорожниками главой государства. Если дорога плохая, нас ругают, вот
А если вот сейчас это как хорошее, все это забывает, у нас другие проблемы уже появляются. Дай Бог, благодаря этим проектам, остальные будем решать. И тот случай, когда можно воспользоваться ситуацией и на такой встрече решить и другие проблемы. К примеру, Болгар – один из туристических центров республики, на берегу большой реки, но был без комфортного пляжа. Как, собственно, пока еще большинство городов Татарстана. В прошлом году за счет этой меры национального проекта было поддержано 22 предпринимателя, которые создадут 22 пляжа на территории Республики Татарстан. Один из них на территории как раз Спасского района. Пляж-то мы построим, а там дороги нет, уже. И, конечно, есть куда двигаться, решать те проблемы, до которых еще не могли добраться. Водоснабжение, наверное, один из самых основных. Если в целом теперь в России и в Республике Татарстан в состоянии коммунальных сетей инфраструктуры вопрос номер один на сегодняшний день, то вот в районе, наверное, это все-таки действительно водоснабжение. Зуфар Давлетшин, 7 дней при содействии районных средств массовой информации. На этом у нас все. Всем наилучшие пожелания. Баргазгада ин изгитляклер. Встретимся через неделю. До свидания. Здравствуйте, Исянмысыз, в студии Динар Бадрудинов. На следующей неделе Татарстан окажется под влиянием циклона. Синоптики обещают мягкую погоду и осадки. Сейчас подробнее. По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке Татарстана всю неделю будет около 4-6 градусов мороза днем и минус 5-7 ночью. Самый теплый день – среда, минус 2 днем и минус 3 ночью. Всю неделю прогнозируются осадки в виде снега. На юго-востоке погода почти такая же. В начале недели 7 градусов мороза днем, минус 10 ночью. В конце недели 3 градуса ниже нуля днем и минус 5 градусов ночью. Осадки повсеместно. В центре республики также все 7 дней будет облачно. Ожидается снег. Что касается температуры, то она будет составлять в среднем минус 4-6 градусов. В среду будет минус 2, в выходные минус 3. Ночью в начале недели минус 6-8, в конце недели минус 3-5. Снег обещают всю неделю. На юго-западе Татарстана пасмурно и снежно все 7 дней. Температура выше, чем в других районах, около 3-4 градусов ниже нуля. В среду минус 1, в выходные минус 2. Ночью в начале недели 6 градусов со знаком минус, в конце недели минус 3-5. Пасмурно будет на северо-западе республики и в столице Татарстана. Температура повысится. В понедельник минус 4, затем минус 1, дальше снова минус 5 и в выходные минус 2-3 градуса. Ночью от 3 до 6 градусов мороза. В среду 1 градус ниже нуля. Снег обещают во всех районах на протяжении всей недели. Это все о погоде на предстоящие 7 дней. Берегите себя. Хорошего вам настроения. Всего доброго. Атналаргас умышловсын.